Санбаевичем. Мы вас приветствуем, Петр Николаевич. Настроение у вас хорошее, чувствуется бодрое. Вот мне несколько слов скажу, перед тем, как, может, коллеги, может, задать несколько вопросов. Просто вас ввести в курс дела. Наша группа наблюдателей Международной парламентской ассамблеи СНГ сформирована для осуществления мониторинга, подготовки и проведения досрочных выборов президента Республики Кыргызстан в соответствии с приглашением председателя Дагаршук Кенеш. Значит, мы делегированы, вообще у нас группа состоит 52 человек, наблюдателей из 8 государств, участников нашей ассамблеи. В связи с эпидемиологической ситуацией международные наблюдатели НПА СНГ в декабре 2020 года осуществляли мониторинг подготовки, голосование в дистанционном режиме. Такая работа проделывалась. У нас очень активно работал институт мониторинга, который возглавляет Иван Ильич. И в связи с этим мы сейчас уже прибыли непосредственно в Бишкек в полном составе, начали сегодня уже работу. Вот, и находясь в эти дни в Бишкеке, просто я вас информирую, что мы делаем. Мы встретились с руководством Дагаршук Кенеша Республики Кыргызстан, руководством Министерства иностранных дел, руководством Центральной избирательной комиссии, мы встречаемся чуть позже, ближе к вечеру, кандидатами, уже будет второй у нас, и будем продолжать встречи, главами других мониторинговых миссий. В частности, у нас запланированы тюркоязычный там народ, потом еще ОБСЕ и так далее. В день голосования мы будем осуществлять мониторинг на избирательных участках в городе Бишкеке, населенных пунктах региона Кыргызской Республики. А также информирую вас, что мы будем смотреть и на зарубежные избирательные участки. Справочно до вас говорю, где это Баку, Минск, Нур-Султан, Алматы, Москва, Екатеринбург, Новосибирск, Санкт-Петербург, Душанбе, Берлин. В своей работе мы руководствуемся закрепленными конвенцией о стандартах демократических выборов государственных участников СНГ, принципами политической нейтральности, беспристрастности и так далее. Поэтому такая у нас работа. Мы сегодня с вами встречаемся, уважаемый Атакан Александрович, и, конечно, существует ряд вопросов. Первый я вам задам, потом, может, коллеги зададут. Как вы оцениваете, на ваш взгляд, деятельность Центральной избирательной комиссии по выборам проведения референдума Кыргызской Республики и органов государственной власти в организации, подготовке и проведении выборов в настоящий момент? Вот ваше мнение хотел бы услышать. Спасибо. Добрый день, уважаемые коллеги. Во-первых, добро пожаловать в Кыргызстан. Очень радует, что вы заинтересованы, чтобы в Кыргызской Республике выборы прошли строго в соответствии с Конституцией и законодательством нашей страны. Я прекрасно знаю вашу миссию. Я много лет был членом Межпарламентской ассамблеи и был председателем Совета спикеров СНГ. Так что ваша миссия мне очень-очень знакома и понятна. Как проводится и как подготовились к этим выборам? Как вам известно, это внеочередные выборы президента Кыргызской Республики после известных событий в Бишкеке. От того, что я буду говорить, что какими грубейшими нарушениями проводятся выборы, это абсолютно ничем не поможет, чтобы исправить ситуацию. Вы, Виктор Михайлович, подчеркнули, что беспристрастность это и есть равнодушие. Мы с вами одна семья. Содружество независимых государств это одна семья. А мы сидим и наблюдаем так, как будто приехали извне и абсолютно равнодушны, как наблюдатели. Миссия наблюдателя, она абсолютно другая. Миссия наблюдателя, они точно должны указывать, где, в каких случаях нарушаются те или иные законодательства той страны, где проводятся выборы. За последние 30 лет
какие бы выборы ни проводились, пишется один и тот же текст. Да, прошли, были такие незначительные нарушения, но в целом это не повлияло на итоги выборов. Я наизусть знаю этот текст. Потому что третий раз баллотируюсь на должность президента Кыргызской республики. И именно из-за этого утратили, скажем, авторитет и доверие международной миссии. Народ не доверяет. Что бы ни говорили, вот последние парламентские выборы яркий пример тому, что опять-таки наблюдатели и ОБСЕ, и СНГ, и других международных организаций говорили один и тот же. Текст настолько одинаковый, уже штампованный, даже неудобно повторить. Призываю, уважаемые коллеги, быть беспристрастными и в то же время справедливыми. Я решил сегодня встретиться с вами только лишь из-за того, чтобы потом не были какие-то претензии, что если бы вы заранее нам этого бы говорили, а мы с вами это умеем делать, преподносить как надо. Вот сегодня уже проводится выбор. Вот у нас есть видео сюжеты, которые уже в сопровождении милиции, полный багаж, бюллетени, люди ездят по Бишкеку и по регионам ездят, уже по домам уже голосуют. Это вопиющий беспредел. Такого беспредела еще в Кыргызской республике никогда не знал. Абсолютно никогда не знал. И поэтому, если смысл встречаться и говорить об этом, я долго думал, чисто из-за уважения своим коллегам, я решил прийти и ответить на все ваши вопросы. Если есть конкретные вопросы, я готов ответить на любые вопросы. Поэтому прошу. Спасибо. Вот эти вот международные протоколы давайте чуть-чуть отбросим в сторону, если мы действительно одна семья. Если мы действительно заинтересованы, что выборы проходили именно в соответствии с Конституцией и законодательством. Если мы действительно заинтересованы. Так просто в качестве наблюдателя просто наблюдать и ничего не говорить, это уже другая миссия. Спасибо. Хорошо, Адвокат, вы вас услышали, я просто хочу, вы не опережайте события, мы еще не приступили к работе так аккуратно. Вы уже нам говорите, что мы пронаблюдали, уже это видим. Ну и как раз сегодня, я просто отвечаю на ваш вопрос, на нашем сегодняшнем внутреннем заседании, мы как раз эту тему поднимаем. У нас есть, вы очень опытный человек, я вас знаю, и говорю очень ответственно за эту тему. И спасибо, я знаю, что вы большую роль выполняете в республике по многим направлениям. Это мы видим. Я лично вижу, может, коллеги новые не знают, и знаете, я давно занимаюсь в Киргизии рядом вопросов по сотрудничеству, в частности, двусторонним с Российской Федерацией, с парламентом, имеется в виду. Много удалось сделать, очень много удалось сделать. Я это могу смело сказать за эти годы. И все плохо чернить это нельзя. У нас вообще, если вам говорить, что происходит, вы знаете, вот в Соединенных Штатах и так далее, вы как человек, даже умный, опытный и научно образованный, вы понимаете, что сама процедура выборов, она всегда непростая. Она никогда не проходит, говорится, в лед плюсом. Это обязательно будут минусы, обязательно будут недовольные стороны и так далее. Вот в Государственной Думе мы часто уточняем законодательство по выборам, и мои коллеги в Совете Федерации, они могут подтвердить. И у нас всегда упирается в одно. Никогда нельзя сделать идеально, это просто не будет. Почему? Потому что физически или психологически лучше подойти к этому вопросу. Человек, который проиграл, он всегда будет искать причины. Это 100%. В любом плане, я имею в виду. В любом, это может только в каком-то спорте, это видно, очевидно, что проиграет. А это понятно, это очевидно будет. Но ваши опасения, они, конечно, мы их слышим, мы это видим, это будем смотреть на эти все дела и обязательно будем рассматривать. Мы сегодня на нашей встрече мы как раз распределили наши функции по избирательному участку. Мы ограничены, вы работали в этой системе, и вы прекрасно знаете, мы не всеведущие, мы сейчас не можем сделать то, что хотелось бы сделать, к примеру, кому-то из оппонентов или кому-то, неважно. Но я вас хочу убедить в одном, что мы действительно будем все
все направления, которые мы будем смотреть, мы будем внимательно рассматривать, внимательно смотреть на них, и внимательно реагировать. Вот это я вам скажу. При встрече с нашими коллегами по ОБСЕ и другими направлениями мы тоже будем рассматривать. У нас встречи сегодня Центральной избирательной комиссии, мы будем затем. Вот наши функциональные позиции, я скажу, что мы постараемся их сделать идеально. Тут это я вам могу гарантировать. Но вопросы, конечно, мы зададим. Вот, пожалуйста, есть, коллеги, вопросы? Есть вопросы? Вот. Давай. Давай. Assalamu alaikum, здравствуйте. Ахмад Мухаммадович, я Шхот Шарафуддинов, депутат Алима Республики Узбекистан. Конечно, сейчас вы сказали о нашей миссии, конечно, мы миссию будем выполнять, как и должны. Но у меня вопрос по существу, Ахмад Мухаммадович. Вот, если вы выберетесь президентом, как вы видите дальнейшее сотрудничество между соседними государствами? Как будем развиваться в отношениях? Об этом свои видения, пожалуйста, можете? Да, конечно, спасибо большое. Это очень важный и главный вопрос. Для того, чтобы определить внешнюю политику в Кыргызской республике, у нас есть великолепное наставление, пословицы наших предков «Алысты туғандан жақынды қошына артық». Добрый сосед лучше, чем дальний родственник. В переводе, что означает. Поэтому в первую очередь наша внешняя политика будет ориентирована нашим, уже не хочу произносить такие слова, как стратегические партнеры, насколько обтекие слова, это надоедает уже. Нашими верными единомышленниками, мы не так лучше произносится, родственными душами. Советский Союз – это величайшее достояние нашего народа. И надо возрождать те былые отношения, добрые отношения между этими странами. А в первую очередь это и есть наши добрые соседи, и Организация договора коллективной безопасности, процессы глобализации, безусловно, такие международные организации будут иметь абсолютный приоритет при проведении внешней политики. Мы будем ориентироваться исключительно на своих друзей. И как некоторые говорят, что многовекторная политика – это очень хорошо. Есть еще одно наставление. Елгенге елевис, кекеленге векеевис, что означает, какой привет, такой и ответ. Поэтому у нас в Республике Узбекистан, к сожалению, с приобретением независимости были некоторые вопросы, трудные вопросы, тяжелые вопросы. Но Шавкат Миромонович, я хочу выразить ему, пользуясь случаем, все эти вопросы решает блестяще, прекрасно. Его лозунг: мы должны соседствовать не ради соперничества, а сотрудничество. Это главный лозунг. Это должен быть лейтмотивом для стран Центральной Азии проведения внешней политики по отношению к другим. Спасибо. Хорошо, все, спасибо. Так, кто еще? Пожалуйста. Добрый день, Ахан Кетанбаевич, я Мухаммедшев Фарид Мубаракович, сенатор Российской Федерации. Мне казалось, у нас сегодня хороший разговор должен состояться, потому что мы вас знаем давно, как человека не только одаренного, но такого резкого ума. В этой связи у меня к вам такой вопрос. Подскажите, в течение со дня получения независимости Кыргызстан лихорадит, значит, нет ни одного такого стабильного периода долгосрочного, которого сторона шла по какому-то, вектору такой широкого развития. В чем причина, вы думаете? Человек, который вот глубоко анализирует эту ситуацию, находится среди руководящих составов, да, всегда участвовали сами в этих мероприятиях. В чем причина? Почему до сих пор, уже 30 лет, мы не можем видеть дружественный Кыргызстан такой стабильно развивающей страной? Спасибо. Это
Это тяжелый вопрос. Не в том смысле, что объяснить тяжело, а тяжело воспринимается с населением именно нашей страны. Это, к сожалению, когда к руководству приходят случайные люди, неподготовленные люди, абсолютно неподготовленные не только управлением государством, но и управлением отдельного ведомства, она всегда будет происходить вот такого рода бардак, как Владимир Владимирович говорил, что это чехарка постоянно. Еще в 2005 году покойный мой уважаемый президент Республики Узбекистан Ислам Абдуганиевич говорил, что ему тогда казалось, что это будет носить перманентный характер. Он далеко смотрел и абсолютно точный диагноз поставил. Установил этот диагноз. К сожалению, это будет перманентный характер, будет нести, пока во власть не придут именно подготовленные люди-государственники. Очень хорошо быть хорошим человеком на короткий период. Вот то, что сегодня и тогда некоторые кандидаты занимались исключительным популизмом, избегая те трудности, которые нас ожидают. Естественно, народ начинает верить, народу хочется услышать нечто хорошее, полезное. Но это невыносимо, невыполнимо. Надо говорить ту правду, которая есть на самом деле. Лучше страшный конец, чем бесконечный страх. Как думающие, мыслящие люди оценивают ситуацию. Вы знаете, я бы хотел привести такой исторический параллель. Был такой период после Ивана Грозного, после Бориса Годунова до установления 1613 года монархии Романов. Это было абсолютное, скажем, лжецари, лжедмитрии. Каждый хотел управлять этой страной. У нас в течение 30 лет происходит именно тот случай, который после Бориса Годунова до Романова, что происходило в Российском государстве. Аналогичные случаи. А вот сегодня происходит именно случай для того, чтобы лучше понимать, я привожу только исторические параллели, Семипаярщина. Был тоже такой период в истории российского государства, Семипаярщины. А сегодняшнюю ситуацию можно охарактеризовать как Бироновщину. Если глубже копнуть и больше объяснять, я просто не хочу отнимать у вас времени, я бы еще больше и глубже мог бы объяснить. Вот эти неподготовленные люди, начиная с первого президента, великолепный, блестящий ученый, очень эрудированный человек, Оскар Николаевич, очень эрудированный человек. Это гордость, достояние нации. Но он был рожден не для управления государством. Второй человек тоже оказался неподготовленным. Третий человек еще больше неподготовленным. И в результате страдает и лихорадит государство. Я думаю, что этот этап мы достойно пережили с большими, конечно, упущениями, но настанет день, что мы возродимся, что мы восстановим порядок и законность, и конституцию, и друг друга будем смотреть такими добрыми, веселыми, достаточно довольными глазами. Я верю. Спасибо. Я хочу своего коллегу трудно просто дополнить в таком плане. Я услышал вас внимательно, что вы сказали, ваш анализ. Ну, анализ мы можем все исторически делать, а все-таки ходы какие нужно делать. То сегодня дело в том, что действительно, я-то вообще давно тоже занимаюсь Кыргызстаном, и изначально все это знаю, понимаю, все это дело. Вот даже к вам по обращению, вы действительно очень образованный, умный человек, и я это официально заявляю и говорю. Но у вас вот какие есть стратегические первые действия? Давайте доверим, что вы президент. Вот если у вас, я не спорю, даже как военный человек говорю, ни одна победа ничего не решается без команды. Если не какие-то стратегические планы бумажные, это все мы знаем, мы тогда проходили. Оно пишется, и даже вы этот пессимизм нам сегодня рассказывали. А вот вы идете на должность президента, и вот эта стратегия, которая выведет народ, это то, что вы сказали,
Народу нужно довести ваши слова, что вы можете сделать. Но народ должен поверить в какие-то ходы. А чтобы поверить в ходы, он должен увидеть эти ходы, сделанные вами. Вот вы со своей командой, со штабом, идя на вот эти выборы, вы как бы оценивали эту ситуацию, вы понимаете ту возможность. Не просто вы политически противоречите новой власти и идете как бы в президенты. А вот берем реальный случай, вы побеждаете. И что вы будете завтра делать? Знаете, такой затертая фраза. Какой вы указ подпишете первый? Какой вы шаг сделаете первый? Чтобы народ действительно Кыргызстана через определенное время нереально, ни для прессы, ни для кого, а действительно в экономическом, в первую очередь, я понимаю, в экономическом плане начал делать шаги. Мне хотелось бы коротко сказать. Спасибо. Да, Дмитрий Михайлович, вы абсолютно правы. Как и при ведении любого боя, мы тоже знаем ваши заслуги перед Отечеством, наслышаны и видели, сами были очевидцами. От главного человека зависит очень много. В первую очередь, мы должны сегодня восстановить конституционность. Я всем нашим жителям, гражданам нашей страны обещал, что мы придем к власти и в первую очередь восстановим Конституцию. Все те решения, которые были приняты с 5 октября, будут обнулены. Мы вернемся назад и восстановим конституционный порядок. И в первую очередь будем проводить второй этап парламентских выборов. Второй этап. Народ на площадь выходил не с требованием, что президент ушел в отставку и правительство ушло в отставку. Было единственное требование признать итоги голосования недействительными. Там нашлись очень шустрые ребята, не через дверь, а через окошко прыгнули, сели и заняли то, чего сегодня занимают. Незаконно. Любая власть, если будет опираться исключительно на доверие народа, юридически легитимность можно каким-то образом установить. Социальную легитимность невозможно установить. Сегодня нет той социальной легитимности. Разговор об этом. Не говоря уже о юридических тонкостях. Мы обещаем и объясняем народу, что первым шагом, если нарушение законодательства, то до добра не доведет. Мы первым делом, первым указом будет восстановлена Конституция и действие конституционных норм. Как вам известно, что эти ребята взяли и 3 статьи Конституционного закона приостановили действие. Они начали конституционную реформу. У нас процедура четко расписана, как, когда и кем вносится обсуждение редакции Конституции. Я приводил примеры, что Турция, чтобы перейти после 90 лет парламентской формы правления на президентский, 14 лет обсуждали. Вот в прошлом году, в 2020 году, Российская Федерация внесли некоторые поправки, именно касающиеся полномочий президента, правительства и парламента, обсуждали целый год. Каждый день в прямом эфире приглашали всех, согласных, несогласных, приглашали ученых, приглашали государственников. И только после этого, я помню, сколько-то тысяч поправок были внесены, предложений, замечаний, добавлений. Только после этого, и то после одобрения вами, уважаемые депутаты Государственного Дума и Совета Федерации, и только после этого вынесли на всенародное голосование. Конституция – это главный документ, именно проводится вот таким путем, процедурой. Я, уважаемый Виктор Михайлович, буду в первую очередь восстанавливать конституционность, государственность. А потом уже вы спрашивали, какая команда будет. Команда, ведь ситуация порождает героя. Мы не знаем, какие люди. Вот среди тех кандидатов, которые сегодня баллотируются на должность президента, есть несколько кандидатов, которые я бы с удовольствием включил в команду, их видение, как экономического характера, так и социальные вопросы, международная политика, достаточно подготовлены. В любом случае, неравнодушные люди. Как Александр Васильевич Суворов говорил,
сильный телом, слабый телом, сильный духом во 100 крат полезнее, чем безвольного богатыря. Именно есть умные академики у нас, но от них пользы нет. Но есть люди, молодые ребята, молодые граждане нашей страны, которые именно горят желанием изменить что-то. Вот мы в ближайшее короткое время могли бы сформировать, но костяк команды, безусловно, есть. Хорошо, Захар Александрович, спасибо большое, я вас услышал. Я думаю, с пониманием относимся, что вы говорите. Я не могу противоречить, но лично я тебе говорю, коллеги, что действительно возможно это делать. Я тут один маленький стишок говорю. Конституция, все это понятно, все это возрастное. Надо, вот, исходя из опыта российского даже говорю, сейчас просто гигантские меры принимаю в экономическом плане. Гигантские. Мелочевки здесь никакой не должно быть. Пожалуй, для населения самая главная задача – это борьба с бедностью в любом государстве, в любом, подчеркиваю. И, конечно, если у вас все состоится нормально, у вас должны быть просто с нуля, начиная с этого надо начинать. Что нужно пошагово сделать? Ничего мы народам не объясним, если в экономическом плане нет. Спасибо. Так, пожалуйста, еще Илья Иванович. Спасибо, Виктор Михайлович. Да. Постараюсь быть кратким. Я хотел бы вернуться к вашему высказыванию о том, что наблюдатели и СНГ, и ОБСЕ говорят одно и то же. Позвольте с вами, уважаемый Адахар Александрович, не согласиться. И не потому, что я возглавляю Международный институт мониторинга развития демократии, который является уникальным инструментом в структуре секретариата и полагательным консультативным органом самой межпарламентской ассамблеи. Почему это я говорю? Потому что, вы знаете, принципы формирования нашей группы. В состав группы международных наблюдателей входят авторитетнейшие, опытнейшие депутаты, сенаторы, Госдумы, Совета Федерации, мажилисов, парламентов и так далее. И когда эти люди, вот сидящие здесь, наблюдают, а мы в том числе участвовали в наблюдении за выборами октябрьскими, которые у вас состоялись, мы действительно, зная, что у вас современная передовая техника, которая применяется технологии, лучше в странах СНГ нет, чем в Кыргызстане. И мы тогда увидели, что процесс голосования прошел без нарушений. Вот возникает вопрос, а почему же так случилось, что уже органы администрирования выборов приняли решение и объявили эти выборы несостоявшимися? Поверьте, что мы готовим вот такие вот отчеты, мы готовим юридические заключения, где мы, и в данный момент вы тоже обратили внимание государственных органов администрирования выборов, о том, что есть несоответствие тем международным обязательствам, которые берет на себя конкретная страна. Поэтому вот вопрос такой, вот что делать? Почему так происходит? Я понимаю вашу озабоченность. Когда мы говорим, что с грубейшими нарушениями законодательства Российской Республики, мы должны четко представить перед собой, что количество граждан Российской Республики, именно количество избирателей, около 3 миллионов 400 тысяч, а из них около 760 тысяч избирателей находятся в Москве и Московской области. Значит, надо не усомниться. По всей территории Российской Федерации находится более миллиона граждан Российской Республики, которые имеют право голоса. Я еще в прошлом году, в начале года, обратился мной, уважаемого министра иностранных дел Российской Федерации Сергею Викторовичу и Лаврову, просил, исходя из его же выступления, что если официальная власть Украины обратятся к руководству Российской Федерации, то Российская Федерация могла бы обеспечить реализацию конституционных прав временно проживающих на территории Российской Федерации граждан Украины. А их было более 3 миллионов. Я просил организовать аналогичную, помочь в реализации конституционных прав граждан Российской Республики, поскольку мы находимся в едином экономическом пространстве. Мы являемся
участниками такого достаточно авторитетной международной организации, как договор о коллективной безопасности. Между нашими странами есть договор о вечных душах. К сожалению, в силу всяких причин я не получил ответа. Если бы более миллиона граждан Кыргызской республики могли бы реализовать свои конституционные права, то ситуация изменилась бы кардинально. Вот это одна из причин. Почему у нас в Кыргызстане творится то, что творится за последнее время. Как вам известно, все мыслящие, понимающие, думающие молодые люди покидают Кыргызскую республику. Ежегодно около 200 тысяч граждан Кыргызской республики. Это большая трагедия. И нарушение еще было в чем? Автобусами, используя Форму-2, десятки тысяч граждан Кыргызской республики, избирателей, перевозили из одного места в другое место. Мы это знаем, это же было законодательно закреплено. Это законодательно закреплено, но мы прекрасно знаем, для чего они перевозятся туда. Мы прекрасно знаем с вами. Ну, понятно. Да. И видя это все, и говорит, мы, выигравшие, как прошедшая парламент партия, я как лидер этой партии, выступил с требованием отменить итоги выборов. Потому что для нас честь и достоинство превыше любого мандата. Я был депутатом, 4 был депутатом, ничего страшного. Я видел все это, что это такое. Но мы должны показать пример. Законность, законность, только законность. Пусть даже не пройдем, а мы 2 раза проходили, и в 2010 году, и в 2015 году проходили барьеры. Но я никогда не призывал, ибо я категорический противник насильственных действий. С чьей бы либо стороны. Со стороны власти или со стороны оппозиции. Нет. Только эволюционным путем мы должны двигаться. Мы должны показывать следующему поколению пример. Собрал 2000 человек, как один из идеологов нынешнего молодого человека говорил, что Чингисхан 17 ребятами захватил власть. Нет, дорогие мои, это был 13 век. А мы живем в 21 веке. Только закон. Только Спасибо, Сахан Константинович. Коллега из Баку, Азербайджана. Здравствуйте, я приветствую вас. Спасибо. Я вот слушал вас, и, честно говоря, когда вы начали, вы немножко были пессимист. А в конце мне понравилось, когда вы сказали, что вы верите, что в Кыргызстане именно наступит то время, когда будет все очень положительно. Это очень приятно было слышать, потому что я сам по жизни оптимист, я считаю, что любые трудности, они преодолимы. И учитывая, что народ Киргизии, он очень хороший народ, добрый народ, и все мы хотели бы, чтобы у вас было, как говорится, все на очень хорошем положении. Поэтому я не столько вопрос хочу задать, но товарищи задали почти вопрос пожеланий, что вот, вы сказали первые шаги. Все-таки вот наблюдение, которое мы наблюдаем за происходящим во всех постсоветских странах, я думаю, что все-таки в основу вот этого прекрасного будущего это создание в обществе стабильности. Потому что, как вы правильно сказали, если кандидаты предлагают какие-то видения, они могут быть популярными, но нереальными. А избиратель, как говорится, именно хочет слышать что-то такое, которое. Поэтому иногда непопулярные, но которые в долгую, в далеком, они дают хорошие результаты, избиратель иногда как бы нетерпелив, можно сказать. И поэтому часто происходит такая. Поэтому я думаю, что самое главное сегодня это создать стабильность в обществе. То есть вот вести какую-то работу, чтобы люди стабильно понимали, что решения, они не сиюминутные. То есть вот это, вот если вы сказали, что есть очень умный научный потенциал, есть государственные деятели, как-то я думаю, что все-таки в обществе надо провести больше такой разъяснительную, что не то, что обещают, гарантируют, а то, что должно произойти. Для этого общество должно быть терпимо и стабильно. Поэтому я просто хочу выразить пожелание, и с учетом вашего оптимизма, и уверен, что и эти, и вообще очередные выборы пройдут так, что народ Кыргызстана также вы будете оптимистично верить в будущее, а в такой красивой стране, наделенной Всевышним красивой природой,
другого быть не должно. Спасибо. Спасибо. Очень коротко. Да, выражу свое мнение. Я никогда не был пессимистом, у меня всегда оптимистическое. Но иногда оптимизм чуть-чуть надо урезать, потому что ты больше осведомлен. И ты прекрасно понимаешь ситуацию и можешь дать оценку развития событий, в каком направлении может быть. Но сегодня вы должны четко знать, что у нас есть источники, у нас есть информаторы, которые сегодня с такой тревогой говорят и пишут, что отдельно взятой области данной команды, что независимо от итогов выборов собраться в Бишкеке. Это не со стороны оппозиции делается. Это делается со стороны того правого партии. Это нагнетает обстановку больше, чем нагнетает. И заявление председателя спецслужбы, если вы будете выходить там тысячами, а нас будет миллион, это еще раз говорит о безответственности таких людей. Этот человек не понимает, куда он сел, зачем он сел туда и какие полномочия имеет. Он уже не тот политик, который на улице все, что можно говорить. Вот эти вот неподготовленные, достаточно необразованные, некомпетентные, очень страшные, малообразованные люди, это опасные люди. Я согласен, если диктатура будет установлена, но не личности, а законы, я готов подчиниться. Но тогда, когда начинает менять законодательство в соответствии своему умонастроению, это опасно для любого государства. Вы, уважаемые коллеги, должны четко понимать, что насколько опасно, скажем, такое опасное оружие в руках несмышленышей. Это опасное оружие. Даже нож становится опасным, если человек не может использовать и управлять своими эмоциями. Мы предупреждаем, только предупреждаем. И население тоже призываем исключительно к сдержанности. Да, я приветствую последние слова ваши. И вообще у вас риторики, что вы, коллеги, заметили, видимо, всех это нас устраивает, и мы искренне вам благодарны за это, что вы понимаете, что никаких силовых методов. Это очень важно. Действительно, знаете, психологически я занимался этим вопросом вплотную. Это естественно, знаете, может такое слово не точно, не обида, что ли, проиграл, там все такое. Но вы, я смотрю, человек образованный, высокообразованный, вы понимаете, что у вас чувства должны быть ниже того народа, за который вы боретесь, за который вы переживаете. И, конечно, мы очень рады, что вы понимаете, осознаете это. Мы ждем сегодня от Кыргызстана, ну, хотите, вот эти все политическое равновесие, политическое примирение, политическое, соединение, как хотите, может быть, много интерпретаций делать, для того, чтобы действительно начать по-новому работать. Оценка будет потом, то есть я с вами солидарен. Но сегодня нужно без всяких эксцессов провести эти выборы, потому что ничего, 3 уже было попытки, мы знаем, никаких, это я лично тоже от себя говорю, коллега задал вопрос, он молодец, вот правильно, оптимистический сон, я тоже смотрю оптимистическим, и такие руководители партий, которые вот сейчас вы будете говорить с народом, ну, никаких там выходов, чтобы не было. Это очень мне приветствую, и я прощаю это. Так, кто еще есть вопросы, коллеги? Еще есть, я имею в виду депутаты. Депутатов нет. Так, еще, пожалуйста, вот у нас коллега. Эксперт МИН профессор Ромашов, уважаемый Атахан Тиценбаевич, вот вы как раз и уже здесь это в контексте идет все, что все за мир, вот, а мир это прежде всего юридические процедуры. И вы упоминали, что у вас уже есть определенные материалы компрометирующего характера, то есть видео, там, сюжеты. Вот у меня вопрос такой. У вас уже есть опыт разрешения избирательных споров, рассмотрения жалоб, и как вы оцениваете вот в этом процессе деятельность и Центральной избирательной комиссии, и судебной системы республики? Спасибо. Поствыборный период для нашей страны это самый опасный период. Все вот эти вот
третий раз, как бы их ни называли, народное волнение, народная революция, 5-10, я как историк могу характеризовать только силовой захват власти, не более того. Некоторые люди, которые, когда говорят, что это народная революция, они не знают, когда можно назвать революцией. Они считают, что одного человека поменялось другого, произошла революция. Ничего подобного. Это только силовой захват власти. Как можно предупредить? Для этого судебная система ведь власти должна быть независимой. А сегодня, тогда, когда председатель спецслужбы заявляет, что включая председателя Верховного суда возбуждает уголовное дело, это заранее предупреждает: ребята, знайте наши. Это предупреждение. В Центральной избирательной комиссии мы письменно обращались несколько раз. У нас, уважаемые коллеги, по Конституции исполняющий обязанности президента не имеет права баллотироваться. Это четко, ясно, конкретно. Недвусмысленно написано в Конституции. А он и был исполняющим обязанности президента. То есть изначально не имеет права баллотироваться. Если даже каким-то образом выиграет, этот вопрос будет висеть как дамоклов меч всегда. И уважаемые, и уважающие себя государство навряд ли будет иметь отношение с таким человеком, с такой властью. Второй момент. На тот момент, когда его принудительно, добровольно избрал тот легендарный, в кавычках, парламент, у него судимости не были сняты на тот период. Почему возбуждается уголовное дело по отношению к председателю Верховного суда? Потому что Верховный суд заявил о том, что у него судимости не были сняты на тот момент, когда его избрали якобы председателем правительства Кыргызской республики. Я с вами согласен, что история будет давать оценки. Но история делается сегодня. От того, что как мы будем поступать сегодня, зависит наше будущее. Я человек дважды, который, отказавшись от мандатов ради спокойствия государства, всегда со стороны своих коллег и населения, и избирателей на протяжении 10 лет выслушиваю упреки, только упреки. Ваша нерешительность, ваша последняя романтика, говорит кыргызской политики. Вы всегда хотите поступать по Конституции, по закону. Так не бывает. Видите же их и постоянно сравниваете меня с ними. Но роль лидера заключается именно в том, что никогда нельзя идти на пролом. Потому что большинство это и не есть правда. Не всегда есть правда. История оценит или расценит и расставит, как Иосиф Виссарионович говорил в свое время, всех по своим местам. Если мы для того, чтобы понять суть и сущность того, что бросали против Советского Союза, прошли уже сколько лет, мы потеряли целое поколение. Сегодня только приходит осознание. А я бы хотел, чтобы сегодня приходило осознание нашим гражданам. Выборный период, я вас уверяю, уважаемые коллеги, ни один из претендентов, из 17 претендентов, за исключением одного бравого мальчика, никто не собирается каким-то образом какие-то действия предпринимать. Все действия сознательно, преднамеренно будет применять только они. Запомните мои слова. Только они. Ибо у них психология такова. Они это показали. И показывают на протяжении 2 месяцев. Только шантаж, только угроза, и исполняющий обязанности президента переходит на спикера парламента, и сегодня он является одним из кандидатов, угрожали прямо с площади, если он не откажется от исполнения полномочий президента, пока они дойдут до дома, будет сжигать его дом. Вот, пожалуйста, сегодняшняя власть, сила сегодняшней власти. И не раз будем вернуться к изучению этой проблемы. Но я сегодня заявляю, чтобы вам было известно. Спасибо. Спасибо. Александр Александрович,
Так, кто у нас еще есть? Нету? Не созрели больше никто? Вы что-то к нам еще в заключение хотите сказать, пожалуйста? Потом я подведу. Спасибо, Дмитрий Михайлович, спасибо вашей миссии. Я прекрасно понимаю, живя в одном доме, невозможно не понять структуру и задачи какой-то структуры. Мне понятно, и депутаты из Узбекистана, здесь по списку есть депутаты из Азербайджана, из Армении, из Молдовы, из Беларуси, контексте, да? Да, есть представитель. У нас проблемы одинаковые, дорогие друзья. У нас ментальность одна. Мы все прекрасно понимаем. Вот недавно в Молдове, в зависимости от того, как Майя Санду выиграла президентские выборы, тут же парламент собирается урезать его полномочия. Мы же видим по понятиям. Ну, по понятиям. Если был другой человек, да, тогда можно ему доверять вот такие вот полномочия. Я понимаю, есть там юридические вопросы. Да. Имеет ли право человек, имеющий двойное гражданство, возглавлять специальную службу? Есть такие юридические моменты. Но тогда надо было расписать это все до начала этой проблемы. Точно так же на ходу меняются правила игры в нашей стране. Абсолютно. Понимаете, вот ведь арбитр свистнул, уже все, игра пошла, началась. Идет 27-я минута. И правила меняются. Так не бывает. У нас в Кыргызстане правила были одинаковые ко всем, требования были одинаковые, как требования Конституции, так и конституционных законов, но, к сожалению, дорогие друзья, вы должны четко знать, что изначально с первой минуты нынешняя так называемая власть ведет себя антиконституционно, незаконно. Вы должны четко это знать. Дальше уже, как будем выходить из этой ситуации, это уже проблема внутригосударственного характера. Но я вам говорю это только лишь из-за того, что мы с вами, еще раз повторяюсь, одна семья. Кому-то не нравится, кому-то нравится, но Содружество независимых государств – это хорошая организация. К сожалению, некоторые не понимают смысл этой организации. Я думаю, из года в год значимость этой организации будет только расти. Потому что современный мир показывает для умных, мыслящих, думающих людей, что разобщенно ни одна страна не может выстоять против современных вызовов. Благодарю вас еще раз. Спасибо большое, Адахан Кюсанбаевич. И оптимистические ноты закончили. Сперва на нас напали, а потом закончили. Потому что я немножко шутки. Немножко в наши разговоры шутки будут. Поэтому, что я хочу сказать? Мы внимательно вас послушали. Действительно, у нас есть одинаковое мнение, прогрессивный человек, и действительно сделаете все, чтобы самое главное, выборы, которые все равно не состоятся, я уверен, мы уже сейчас пришли, как говорится, как жюри говорит, что мы уже заняли свои рабочие места. Вот. Самое главное, чтобы было без эксцессов. Это просьба от нас. Что касается нашей работы, вы ее прекрасно понимаете, вы действительно работали в этой системе и знаете. Мы все сделаем, исходящее из наших полномочий, из нашего статуса, что положено делать. Мы так договорились сегодня, вот все наши коллеги, вот с нашей многонациональной системы содружества, что мы будем так работать. Что касается вот заключения, вы сказали вообще про содружество и видите действительно перспективу единения, это мои тоже доводы и слова, что мир так страшно развивается, что кроме нашего взаимодействия, кроме нашего солидарности, вот, я еще раз говорю, человек, который был на войне, понимает это все дело, ничего другого не дано. Это не дано, это просто не дано. И это мы должны использовать для того, чтобы наши народы процветали, взаимодействовали, ездили друг к другу, работали. Кстати, по киргизам хочу сказать, у меня там помощник киргиз есть в Москве. Да, я скажу, они хорошую деньгу зарабатывают. Мы в Думе сделали им все полномочия, которые можно было водить. Киргизы, я еду раз, смотрю, на такси. Киргиз везет меня, как подвозил
как дела туда, денежку отправляют, и дай Бог. И амнистировали многих, вы знаете, там много чего сделали, и будем продолжать это делать. Безусловно, эти условия надо выполнять. Я вам хочу от всех нас пожелать успехов, трезвости в работе вашей вот, на выборной ситуации, оценок хороших всегда. Это не заканчивается, поэтому и мы другого не можем пожелать, потому дай Бог, чтобы у вас все получилось, все хорошо было, а мы будем проверять, мы будем внимательно следить за всеми процедурами, которые проходить, и на этом мы как бы сделаем потом выводы, которые необходимо сделать. Это я вам гарантирую, обещаю, что это обязательно будет. Другого мы не можем просто допустить. Поэтому от всех нас, вот, от всех присутствующих, моих коллег, нашей большой семьи, мы хотим вам пожелать всего, движения вперед, передайте своему штабу, что он активно работал, правильно работал, в мирном направлении, и мы будем просто аплодировать. Я вам руку пожму. Спасибо, давай. Спасибо. Всех благ, успехов. Удачи. В других случаях, хотя я не верю в эту пандемию, в других случаях каждый из вас подошел бы и поздоровался. Хорошо, ладно. Все, спасибо. Вы видите. Я за всех сделал. Да.